Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас. كل إنسان في هذه الحياة له ميولات وله أشياء يحبها. فما هي هذه الأشياء التي Каждый человек в этой жизни имеет особенную склонность к чему-либо. А что же любил в мирской жизни наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям? К чему же он был привязан, к чему склонялся в своей мирской жизни? يقول لنا الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: в этой мирской жизни Аллах одарил меня любовью к женщинам и к благовонию. То есть благовоние, духи, ароматный запах – это одно из самых любимых мирских благ для пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Несомненно, любовь к приятному запаху – это свойство, врожденное в нормальном здоровом человеке. Когда природа человека непорочна, а человечность его совершенна, то без сомнений такой человек будет очень любить благовоние, как и наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и с неприязнью относиться к дурному запаху. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассаляма, не допускал того, чтобы от него исходил неприятный запах. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не ел даже чеснок, лук и те растения, которые издают неприятные запахи. Когда же пророку, саллаллаху алейхи вассалям, спросили про это, он сказал: «Я человек, который шепчет». ولما سئل في ذلك قال إني رجل أناجي يعني أنا أناجي ربي وأدعو ربي وتنزل علي الملائكة فما أحب أن يكون مني الرائحة الكريهة. То есть я человек, который шепчу с моим Господом, обращаясь с мольбой к Нему, и ко мне не спосылаются ангелы. Поэтому я не хочу, чтобы от меня исходил неприятный запах. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه عطر وطيب Аллах طبيعي. сделал тело пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ароматным и душистым по его природе. И даже пот пророка, саллаллаху алейхи вассалям, был ароматнее благовония. Каждый человек знает, как пахнет пот, а пот посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был приятнее, чем благовоние. Выделялся пот пророка, саллаллаху алейхи вассалям, обильно. Однажды, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спал в доме Умму Саляма, то Умму Саляма пришла с бутылкой и стала набирать в бутылочку пот, который капал с локтя пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В это время посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, проснулся и сказал: «Что ты делаешь, о Умму Сулейм?» Она ответила: «О посланник Аллаха, мы ставим эту бутылку среди нашего благовония, и оно самое лучшее». А в другом предании говорится: «Мы этим потом умощаем наших детей для бараката или для испрашивания благословения». Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ей сказал: «Ты угадала». من السنن الجميلة جدا المتعلقة بالطيب. Одним из красивых суннатов, связанных с благовониями, является и то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нас учил не отвергать благовоние. Тот человек, которому преподнесли благовоние, будь то подарок или средство для умощения, не должен отказываться от него, потому что это является благоденствием от Аллаха. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, очень старался привлечь благовоние, будь это куплей или употреблением. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, использовал миск, говоря при этом: «Миск – это самое лучшее благовоние». Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, использовал анбар, фадия – это цветы, которые называются хинна, малиновка, базилик – ароматическое растение. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Тому, кому дали благовоние, пусть его не отвергает, поистине благовоние из рая». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, с его ароматным запахом тела старался использовать благовоние. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, благодаря ароматному запаху своего тела, был узнаваем людьми, мимо которых он проходил. Ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, имел особо приятный запах, никому не принадлежащий, кроме него. Даже тогда, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, гладил голову какого-нибудь ребенка, проходя мимо него, а это он делал всегда, то семья этого ребенка, субханаллах, по возвращении малыша домой легко узнавала, что он проходил около пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ведь от ребенка исходил приятный запах. То есть они, чувствуя запах ребенка, сразу понимали, что этот ребенок проходил около пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и при этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, погладил его голову. من الأشياء
Одной из важных вещей для человека по сунне с благовонием является умощение во многих местах. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, очень большое значение придавал благовониям. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, собирался совершать умра, он умощался. Когда готовился к намазу, умощался. Когда выходил на маджлис мусульман, он умощался. В праздники он умощался. Естественно, человеку нужно использовать благовоние перед намазом или перед выходом в общество. Сунна также жене умощаться для мужа. Также сунна и мужу умощаться для жены. Можно сказать, что благовоние является постоянной сунной. То есть человеку желательно постоянно иметь приятный запах. Как бы человек ни старался, старание в благовонии никогда не может быть чрезмерным. Красиво то, что сунна благовония очень проста. Умощение совершают многие люди. Когда человек сделает намерение следовать пророку, саллаллаху алейхи вассалям, то поймет, что сунна является связью между ним и пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и почувствует, что в нем есть то, что любил пророк, алейхиссаляту вассаляма. И нет сомнений в том, что тот, кого любит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, того любит и Аллах. И то, что я сейчас, умощенный благовониями, нахожусь в состоянии, в котором меня любит Аллах и любит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, мне на самом деле дает понимание и ощущение истинного наслаждения словами Аллаха. Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас.